Я очень много раз возвращался к своему Господу, и мне стыдно возвращаться к Нему. Я приму это как есть, в который входят 70 тысяч ангелов каждый день. И после того, как они зашли и вышли, уже они туда не возвращаются, вплоть до судного дня. И затем пророку, алейхиссалям, были преподнесены 3 чаши. Одна чаша с вином, что символизирует на самом деле разложение. Другая чаша с молока, лябан и мед. И он выбрал, пророк, саллаллаху, уснул. И к нему пришел Джибриль, алейхиссалям, вместе с верховым животным, которое было белого цвета по имени Бурак. Оно было скоростным животным. Тогда людям это было сложно понять. Сейчас современным людям это проще понять, когда мы видим эти обстрелы ракетные. Пророк Мухаммад саллаллаху прошел Мусу, но тут Муса заплакал. Его спросили, почему ты плачешь? И он ответил: дорогие верующие, дорогие братья, Всевышний Аллах в суре 17 говорит: а'узу билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Субханаллази асра би'абдихи лейла минал масджидил харами илал масджидил акса аллази баракна хауляху линурияху мин аятина. Всевышний Аллах говорит: пречист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса. Заповедная мечеть Масджидуль Харам, то есть из Мекки. В мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Мечеть Аль-Акса, Иерусалим, Аль-Бейтуль-Макдис, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину, Он слышащий, видящий. Итак, дорогие братья, что же это за такое событие, про которое Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей суре Аль-Исра? Отдельно про Ми'арадж в суре Наджм, в другой суре, Аллах Субхану ва Тааля повествует об этой истории. Исра валь Ми'арадж – это величайшее на самом деле событие в истории ислама. Я бы даже сказал, в жизни человечества. Но об этом чуть позже. Подчеркнувшее статус посланника Мухаммада, печати всех пророков и посланников, которые были братьями друг другу. Оно случилось в жизни пророка Мухаммада, саллаллаху. Это событие после тяжелейших испытаний для него, как для человека, потому что пророк Мухаммад был человеком. Да, он был пророком, которому внушалось откровение, но он был обычным человеком. И он прошел через тяжелейшие испытания. Сначала умирает его жена, любимейшая жена Хадиджа, которая первая уверовала в него, которая поддержала его. И он лишился этой опоры. Потом умирает его дядя. А он очень сильно хотел, чтобы его дядя принял ислам, но тот умер, не приняв ислам. И все вы знаете эту историю. Но тем не менее, этот дядя поддерживал пророка Мухаммада, помогал ему. И это тоже было для него определенной болью. Потом пророк, саллаллаху, невзирая на все эти трудности, он что начал? Это все мекканский период, до хиджры. Он начинает призывать, ходить по селениям, искать поддержки, выполнять свою миссию, пророческую миссию. Но на что он наталкивается? Его отвергают, его не слушают, не признают. И самое яркое из всего этого было что? Все вы знаете эту историю. Это его поход в Таиф. Когда он пошел в Таиф, и он призывал там людей. Но в ответ что они сделали? Они закидали его камнями, так что пророк, саллаллаху, истекал кровью. И даже из милости к своему любимому посланнику Аллах направил к нему ангелов
сказал, которые ему сказали: о Мухаммад, если желаешь, мы сейчас опрокинем эти горы на них. Но он сказал: нет. То есть посланник Аллаха не согласился на это. Сказал: быть может, из их чресел выйдут те, которые уверуют в Аллаха. Вот он исторический контекст. Неизвестно, когда точно это было. Неизвестно. Пишется, что за год до хиджры, пишется, что за 2 года до хиджры. И в этом величайшая мудрость Аллаха. Как и точно неизвестно, когда ночь предопределения. Дабы мудрость Аллаха более известна. Аллах Субхану дал это знание, скрыл это знание. Как произошло это событие? Что произошло? Произошло ли это душой или телом? Или вместе взятыми? Что пророк Мухаммад, мир ему, увидел во время этого события? Как пророк молился со всеми другими пророками, тогда как они все уже умерли и тому подобное. Все это затрагивает это величайшее событие, которое описано, как я уже упомянул, в суре Исра и суре Наджм. Почитайте эти 2 суры, они небольшие. Очень много хадисов, которые повествуют, достоверных хадисов, в мельчайших деталях, подробностях, фрагментах об этом событии. Разных. И у имама Бухари, и имама Муслима, имама Ахмада. В сборниках Сунан и тому подобное. Сунан. Передается, что пророк ﷺ уснул то ли в Хатиме, то ли в Хиджре, то ли в доме Умхани. Разные версии. И к нему пришел Джибриль, алейхиссалям, вместе с верховым животным, которое было белого цвета, по имени Бурак. Бурак. Верховое животное. Оно было скоростным животным, верховым животным. И передается о том, что скорость этого животного, один шаг этого животного был подобен, останавливался на взоре. То есть где может увидеть, где останавливается взор, вот это был один шаг этого животного. Тогда людям это было сложно понять. Сейчас современным людям это проще понять, когда мы видим эти обстрелы ракетные, когда люди размышляют о том, какая же скорость этих ракет баллистических. 1 мах, 2 маха, 3 маха и тому подобное. Поэтому на самом деле современному человеку проще это понять. Аллах всемогущий, велик. Он способен на всякую вещь. Так вот, это животное переносит пророка Мухаммада, мир ему, из Мекки в Бейт-аль-Мақдис. Пророк ﷺ слазит с этого животного, привязывает его. Упоминаются все эти даже подробности. Заходит в Бейт-аль-Мақдис. И там Аллах Субхану представил ему настоящие образы пророков. Как это произошло? Что произошло? Мы не знаем, но мы верим в это, потому что это харихун лил'ада. Это то, что дается пророкам. И пророк ﷺ возглавил их в молитве. Кто-то может спросить, а как он возглавил, ведь намаз не был еще предписан и тому подобное, к чему мы сейчас по ходу хронологии рассказа об этом событии придем. На самом деле намаз уже был, как и пост был, олякин лям якун вуджубан, но он не был обязательным. Но он уже был и практиковался. Да, он не был предписанием обязательным. Затем Джибриль, мир ему, после того, как пророк ﷺ помолился с пророками, вознес пророка ﷺ, начал поднимать его и подниматься вместе с ним. Иля сама и дунья, на ближайшее небо. Они добрались до ближайшего неба, и Джибриль, мир ему, попросил открыть это небо. И стражи неба спросили, то есть ангелы, кто это? Он ответил, Джибриль. Его спросили, кто с тобой? Он ответил, Мухаммад. Тогда они спросили, а разве он уже был направлен в качестве пророка? Ему уже было дано откровение? Он ответил, да. Джибриль ответил, да. И было открыто небо ближайшее. И пророк ﷺ вошел в это небо, и он увидел там праотца и первого пророка Адама, алейхиссалям. И ему было сказано, то есть пророку Мухаммаду, поприветствуя его, он сказал, ассаляму алейк. И Адам ответил ему, алейк салям, и спросил, кто это?
Он ответил, это Мухаммад. И он спросил, ему уже было дано откровение? Он сказал, да. Тогда Адам сказал, добро пожаловать. Добро пожаловать праведному пророку, сыну праведного. Потому что он его был сыном. Адам наш праотец, праотец всего человечества. И пророк, мир ему, прошел его, и пошло дальше вознесение. Вознесение на второе небо. И упоминается в риваятах, что расстояние между одним небом и другим небом равно расстоянию, равное ходу в 500 лет. И Джибриль, мир ему, постучался во второе небо. Его спросили, кто это? Джибриль ответил, это Джибриль. Его спросили, кто с тобой? Он ответил, Мухаммад. И ангелы его спросили, ему уже было дано откровение? И Джибриль ответил, да. И ангелы открыли дверь. И пророк вошел, и тут он встретил Иису и Яхью. И было сказано ему, поприветствуй их. И он, мир ему, сказал, ассаляму алейкума. И они ответили ему, а потом спросили, кто это? И Джибриль сказал, это Мухаммад. И они спросили, а ему было дано откровение? Он ответил, то есть Джибриль, да. Все пророки благовещали. Кяну и баширун благовещали о природе, о приходе последнего пророка, приходе Мессии. Мессия это и есть последний пророк, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. И описывали его даже. Все без исключения. И тогда они сказали, добро пожаловать, праведный пророк и праведный брат, потому что все пророки братья друг другу. Затем Джибриль, мир ему, поднял его на третье небо и попросил открыть небо. И небо было открыто им, и пророк, мир ему, вошел вместе с Джибрилем, мир ему, и встретил тут Иосифа, Иосифа, алейхиссалям. И было сказано, поприветствуй Иосифа. И он сказал, мир тебе. Тот ответил, и тебе мир. И он спросил, кто это? И было отвечено, Мухаммад. И он спросил, а ему уже было дано откровение? И было отвечено, да, ему было дано откровение. И тогда Иосиф, алейхиссалям, сказал, добро пожаловать праведному пророку и праведному брату. Затем пророк, мир ему, был вознесен еще выше, где было открыто ему четвертое небо. И тут он встретил Идриса, алейхиссалям. Ему было сказано, поприветствуй Идриса. Он сказал, мир тебе. Идрис ответил и спросил, кто это? Было сказано, это Мухаммад. Идрис спросил, а ему было дано откровение. И было отвечено, да. И тогда Идрис сказал, алейхиссалям, добро пожаловать, праведный пророк и праведный брат. Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был вознесен еще выше, где было открыто ему пятое небо. И тут он встретил Гаруна, алейхиссалям. И ему было сказано, поприветствуй Гаруна. Он сказал, мир тебе. Харун ответил и спросил, кто это? Прозвучал ответ, это Мухаммад. И он спросил, а разве ему было уже дано откровение? И прозвучал ответ, да. И он сказал, добро пожаловать, праведный пророк и праведный брат. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был вознесен еще выше. Этот путь, это вознесение, в этом есть великая мудрость. Об этом во второй части, иншаллах. И тут он встретил Мусу на шестом небе, Моисея, алейхиссалям. Ему было сказано, поприветствуй Мусу. И он сказал, алейкассалям. И Муса ответил и спросил, кто это? И прозвучал ответ, это Мухаммад. И он спросил, ему было дано откровение? И прозвучал ответ, да. И тогда Муса, Моисей, алейхиссалям, сказал, добро пожаловать, праведный пророк и праведный брат. Пророк Мухаммад, саллаллаху, прошел Мусу и начал подниматься выше. Но тут Муса заплакал. Муса, алейхиссалям, заплакал. Его спросили, почему ты плачешь? Моисея спросили, алейхиссалям. И он ответил, этот пророк, а в другой версии, юноша, был призван пророком после меня. Однако из его уммы войдут в рай больше людей, чем из моей уммы. Он плакал из-за этого. Почему он плакал? Как бы речь об рае, речь о контексте рая. Потому что пророки это лучшие люди, это избранцы.
это любимейшие люди Аллаха Субхану ва Тааля. И лучшим, что могло быть для них, это соревнование в благом. И лучшее, что может быть для человека, это призыв людей к вере в одного единственного Бога. Ля иляха илlallah. Поэтому он плакал. Что ему не удастся или не удалось призвать столько, сколько удастся, будет дано пророку Мухаммаду. Затем пророк, мир ему, был вознесен еще выше, где было ему открыто 7-е небо. И тут ему было сказано: поприветствуй своего отца. А это был Ибрагим, алейхиссалям. Ибрагим действительно был также праотцом пророка Мухаммада. И все вы знаете, что пророк Мухаммад пошел от Измаила. А Измаил был сыном Исмаила, алейхиссалям, сыном Авраама, Ибрагима, алейхиссалям. И упоминается о том, что говорится о том, что он был очень похож, то есть пророк Мухаммад был похож лицом на пророка Ибрагима, Авраама, алейхиссалям. И он сказал, было сказано: поприветствуй, и он поприветствовал Ибрагима, алейхиссалям. Тот ответил и спросил: кто это? Было сказано: это Мухаммад. Тогда Ибрагим сказал то же самое: добро пожаловать, праведный пророк и праведный сын. Потому что пророк Мухаммад был его сыном. Затем пророк, саллаллаху, и упоминается о том, что пророк, саллаллаху, был поднят далее, выше. И было далее море. Океан, море. От низу до конца которого 500 лет. Расстояние, вход в 500 лет. Затем был далее поднят. Там был дальше Арш. Показан Арш. Трон всемогущего и великого Аллаха. Величие которого знает только Всевышний Аллах. Есть описание подробнейшее про Арш. Но это отдельно совершенная тема. И на этом пути возвышения пророка, саллаллаху алейхи, было что? Был предписан фарида, намаз, совершение намаза. Но намаз уже был, и он совершался. Аллах Субхану ва Тааля предписал 50 намазов за день и ночь, за сутки. И после пророк, саллаллаху алейхи, начал свой ход обратно, вниз. И вот он спустился к 6-му небу и встретил Мусу, и Муса спросил нашего пророка, саллаллаху алейхи, что предписал тебе Господь твой? И он ответил: 50 намазов на день и ночь. Но тут Муса, Моисей, алейхиссалям, остановил его и сказал: вернись к своему Господу и попроси облегчения для своей уммы. Я видел на опыте людей до тебя. Я столкнулся, о Мухаммад, до тебя с людьми. Я испытал тягчайшие трудности с сынами Израилевыми, с Бену Исраиль. Попроси облегчения для своей уммы. Они не выдержат этого. И пророк, саллаллаху алейхи, повернулся к Джибрилю, словно советуясь с ним. Джибриль одобрил, алейхиссалям. И пророк, саллаллаху алейхи, поднялся обратно и попросил облегчения для своей уммы. И опять вернулся. И опять, когда он проходил мимо Мусы, алейхиссалям, тот спросил: сколько предписал твой Господь? Он сказал: Аллах облегчил на 10 намазов. То есть 40. Он сказал: нет, о Мухаммад, я испытал людей до тебя. Я испытал трудности, величайшие трудности с сынами Израиля. Не выдержит твоя умма, вернись к своему Господу, попроси облегчения. И он вернулся. Еще раз. И Аллах Субхану ва Тааля отменил, то есть снизил, облегчил еще на 10 намазов. И опять Муса встретил его и спросил: что предписал твой Господь? Мухаммад сказал: 30 намазов. Но Муса вновь повторил свои слова. Он сказал: не выдержит твоя умма, вернись, попроси облегчения. И так пророк, саллаллаху алейхи, дошел аж до 10 намазов. Каждый раз Аллах Субхану ва Тааля облегчал еще 10 намазов. И в последний раз, когда уже было 10 намазов, Муса опять повторил же эти же слова. Сказал: вернись к своему Господу, попроси облегчения. И пророк, саллаллаху алейхи, опять вернулся.
и попросил облегчения. Аллах Субхану ва Тааля облегчил еще на 5 намазов. То есть каждый раз наполовину, каждый раз наполовину. И осталось 5 намазов. И он вновь проходил мимо Мусы, алейхиссалям. Но опять же Муса сказал ему то же самое. Сказал: вернись к своему Господу. Люди не выдержат этого. Попроси облегчения. Но тут, зачем Муса это говорил? Муса говорил из заботы. Опять же, из милости. Потому что он испытал это. Он пророк, он знает, он понимает природу людей. Он столкнулся с этим. И тогда наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил и сказал: я очень много раз возвращался к своему Господу, и мне стыдно, истахьейт, и мне стыдно возвращаться к Нему. Я приму это как есть и полностью уповаю. На что Господь сказал: я вменил фариду свою и облегчил своим рабам. То есть, что имеется в виду под этим? Имеется в виду, что Всевышний Аллах предписал 50 намазов. По факту осталось 5 намазов. И каждый мусульманин совершает 5 намазов. Но знаете, что совершая каждый намаз, мы получаем вознаграждение, помноженное на 10. Совершая 5 намазов в день, мусульманин получает награду. Словно он совершил 50 намазов. Поэтому очень важно совершать намазы. Это связь с Богом, связь со Всевышним. Это то, в принципе, ради чего мы существуем. Это цель мироздания всего. И все восславляет Господа. Господа и Создателя. Все сущее на самом деле. И затем пророк был поднят, и ему был показан лотос крайнего предела. Аль-Сидратуль Мунтаха. И упоминается описание плодов и листьев, на чем я не останавливаюсь. И он увидел там 4 реки. Нахрани, Захирани, Нахрани, Батинани. 2 внешние и 2 внутренние реки. И он спросил, что это за реки у Джибрииля. И Джибриль сказал: 2 реки Батинан, внутренние или скрытые, это 2 реки в раю, а 2 внешние это Ниль и Ефрат. Даже такие подробности упоминаются. И затем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был преподнесен к Бейт-эль-Ма'мур, к храму, к особенному храму там, на небесах, в который входят 70 тысяч ангелов каждый день. И после того, как они зашли и вышли, уже они туда не возвращаются, вплоть до судного дня. А теперь представьте, сколько ангелов существует. Сколько ангелов существует. «Вама я'ляму джунуда раббика», и не знает воинства Аллаха, Господа твоего, кроме Него одного. И на самом деле ангелы — это созданные из света, это существа, которые отвечают все на это. В этом событии мы видим величие и мощь всемогущего Аллаха Субхану ва Тааля. Поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. Фастагфируллах ли ва лякум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи и прощении. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьется с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник. И затем пророку, алейхиссалям, были преподнесены 3 чаши. Одна чаша с вином, что символизирует на самом деле разложение, фасад. Другая чаша с молока, лябан, что символизирует фитру, и мед, что символизирует достаток жизни, благополучия и так далее. И он выбрал молоко. Обратите внимание на нюанс, важный деталь. На этот момент вино не было запрещено. Вино не было запрещено. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выбрал молоко. Вино было позже запрещено. Как и хиджаб был позже предписан. Как и намаз не был сразу предписан. Как и пост не был сразу предписан.
Пророк, саллаллаху алейхи, выбрал молоко. И тогда ему было сказано: худита, ты был направлен к фитре. И тебе дано верное руководство, и дано верное руководство твоей умме. И как упоминается в версию Ахмада, пророк, саллаллаху алейхи, я опускаю, возможно, еще многие детали, проснулся после того, как это все завершилось, присел, и мимо него проходил Абу Джахль. Неверующий Абу Джахль, враг ислама, враг Аллаха, враг посланника Аллаха. И спросил, о чем он думает. И он ему рассказал эту историю. Тот, естественно, не поверил. И возникли споры и обсуждения. Единственный, кто поверил в это, беспрекословно был Абу Бакр Сиддик, за что он прозван Сиддик, правдивейший. Они не поверили, сказали, как это может быть. И более того, они устроили диспут, начали его расспрашивать, об этом упоминается в Сахих Муслим. О чем рассказывает сам пророк. Потому что они были в Иерусалиме, были в Бейт-аль-Макдис. Они знали детали. Когда человек пытается кого-то проверить, он спрашивает про детали. Где что лежит, как что расположено и тому подобное. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, описывая это, он сказал: «Фасаалатни ан ашья мин Бейт-аль-Макдис лам успитха». Они спросили меня о таких деталях, которые я не запомнил. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не запомнил их. Потому что он первый раз там был. И они знали, что пророк там ни разу не был в своей жизни. Ни разу не был в своей жизни. И пророк говорит: «Факарипту курбатан ма курипту мисля». То есть я настолько, из-за того, что они мне начали задавать такие детальные вопросы, то есть это на него как легло таким бременем. То есть он, потому что он не помнит, он не знает, он не обратил на это внимания. Но в этот момент фарафаха Аллаху ли андура илей. Аллах субхану представил ему образ Бейтуль-Макдиса. Они спрашивают, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, видит перед собой и отвечает на каждый их вопрос. На каждый их вопрос отвечает. И в этом хадисе, подобных хадисах доказательства тому, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, действительно там побывал душой и телом. Как мы не задаемся этим вопросом? В этом событии Аль-Исра Ми'раджа, демонстрация могущества всемогущего Аллаха, величайшего Аллаха, всемогущего Аллаха. В этом событии есть таслия, определенная таслия для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть облегчение. То, о чем мы говорили, контекст. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был испытан смертью жены, потом дяди, потом непринятием всех вокруг арабов, которые не приняли его. То, что его забросали камнями. Аллах субхану ва тааля. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не отчаялся, чтобы поднять дух пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Знаете, у человека есть клетка, да, ДНК. У каждого человека. По ДНК даже можно определить, да, родство и тому подобное. В одной клетке. Я когда погружался в эти детали, готовясь к этой проповеди, сделал для себя вывод, что это событие словно вот такая мини-картина вообще сути мироздания, сути того, что пророк, что Аллах субхану ва тааля направил пророков, что все пророки встретились, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, печать пророк возглавил. То есть такая мини-картина, как ДНК своего рода всей пророческой посланнической миссии всех пророков, которые были. Я сделал для себя такой вывод. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات